Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальное интервью». 4 ноября мы всей России отмечаем День народного единства. Этот праздник уходит корнями вглубь истории и знаменует освобождение страны от польской интервенции. Сегодня это праздник единства всех народов России на благо процветания Отечества. С какими итогами встречают праздник в регионе, расскажет наш сегодняшний гость Сергей Местников, заместитель председателя правительства республики. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Наш регион, наверное, один из самых многонациональных в стране. Сколько народов сейчас проживает в мире и согласии в Якутии? Какие национальные общины самые многочисленные? И как поддерживается стремление сохранения национальной культуры народов? Да, действительно, в нашей республике в мире и согласии проживает 129 национальностей и этнических групп. И сегодня наша республика гордится этим, потому что все национальные общины, народы, они представляют свою культуру, свою традиции и объединяются в общественное объединение. В нашей республике около 300 таких общественных объединений, и каждым годом увеличивается количество общественных объединений. Если сравнить с тем количеством, которое у нас было 10 лет назад, то это существенная разница. Еще у нас впервые такие объединения начали появляться в 1922 году, когда мы готовились к автономии, когда общественное сознание населения Якутии готовилось к новым преобразованиям в связи с установлением советской власти на территории нашей республики. Население наше объединялось в общественное культурно-просветительские общества. Это были первые общества, и народ хотел объединяться, консолидироваться, объединять свои усилия во благо процветания родной республики. И сегодня эта традиция продолжается. Наши общины, культурные объединения, они вносят очень большой вклад в целом развитие нашей республики. И мы отмечаем, что благодаря именно работе национально-культурных объединений у нас в республике сохраняется стабильная ситуация в социальной сфере. Нужно еще отметить о том, что в последние годы, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне республики, идет поддержка таких общественных объединений путем предоставления грантов, путем предоставления какой-то либо государственной поддержки тем, кто проводит созидательную работу во благо республики. И особую роль в развитии этой сферы у нас играет Дворец культуры имени Кулаковского. Раньше он назывался Дом культуры, сейчас он Дом дружбы народов, в котором объединяются и проводят различные культурные массовые мероприятия, наши общины, национальные объединения. И это все делается во благо стабильности нашей республики. Сергей Васильевич, скажите, вот один из стимулов развития экономики все же человеческий капитал. Как сейчас выстраивается политика в этом направлении? Да, человеческий капитал действительно это наша основная миссия. Об этом сказано в нашей стратегии развития республики до 2032 года. Эта стратегия утверждена законом республики. И главную роль в нашей жизни играет человек и ее развитие как интеллектуальных способностей, творческих способностей. И основная задача сегодня правительства и соответствующих министерств – это развитие человеческого капитала. Здесь, конечно же, особую роль играет система образования, потому что любое развитие, оно основывается на образовании и науке, и от того, как мы подготовим нашу молодежь, наших детей к жизни, от этого зависит наше наступательное развитие в будущем. Но касательно системы образования, то сегодняшняя школа, она сильно отличается от тех школ, которые были у нас в 90-е годы, которые были раньше. Сейчас школы полностью оснащены современными кабинетами, которые имеют оборудование, приборы. Это все делается в рамках национального проекта образования. За счет федерального финансирования мы оснащаем школу новыми кабинетами химии, физики, математики. И благодаря этому дети получают прекрасную возможность развивать свои таланты и способности. Кроме того, традиционно наша республика была сильна школами именно общего образования. И об этом отмечают многие эксперты российского уровня. И наши 9 школ Республики Саха-Якутия являются лидерами в России и вошли в топ-20 лучших школ по Дальнему Востоку.
Это и республиканский лицей-интернат, куда приезжают и обучаются, проживая непосредственно в интернате дети со всех уголков нашей республики. Это талантливые дети, которые проявили у себя в вузах свои способности, и дальше родители их направили на развитие вот в республиканскую школу. Ну и таких школ у нас достаточно много. Мы ими гордимся очень. Тогда затронем в честь такого праздничного диалога вместе с вами еще и культурную сферу в нашей жизни, потому что сейчас в области культуры якутяне бьют просто все рекорды. Это и призы на престижных международных кинофестивалях. Не отстают также и театральные коллективы. Как, скажите, ведется поддержка кинодеятелей и театров у нас в регионе? Действительно, культура у нас многогранная, она развивается очень динамично. И я бы хотел, наверное, расширить этот вопрос, не ограничиваясь только поддержкой кинематографии или театрального искусства. Безусловно, эти направления очень важны. Но я рассматриваю культуру и духовное развитие нашего общества в целом как состояние здоровья нашего народа. И здесь мы отмечаем о том, что от того, какого состояния духовное состояние нашего общества, от этого зависит наступательное в будущем развитие. И здесь включаются, в духовное развитие нашего общества включаются и традиции, и уважение к ценностям. И мы включаем в понятие культура и духовное развитие нашего общества такие ключевые понятия, как родные языки, как уважение к традициям и ценностям своего народа, как наш эпос Олонха, который является мировым шедевром. И, соответственно, у нас в республике финансируются государственные программы, которые поддерживают эти направления. Вот мы говорим в последнее время о том, что пандемия значительно сильно влияет на развитие этой культуры и духовности. Действительно, это так, но мы, благодаря принятию мер по недопущению распространения, в этом году провели наш праздник Исых Олонхо. И мы этим очень гордимся, и благодаря всем мерам мы не допустили и в период проведения, и после проведения праздника Исыха каких-либо случаев заболеваемости среди людей. И Исых и другие наши культурные мероприятия, они объединяют наш народ, и мы этим гордимся. Вот мы приезжаем в Москву, в другие регионы, и вспоминают наши гости о том, что вот как тепло их проходило пребывание в нашей Якутии, как они вспоминают наши культурные традиции и так далее. И нам необходимо дальше развивать и поддерживать нашу культуру. Скажите, Сергей Васильевич, а имеются ли сейчас совместные проекты с государственной поддержкой частных инвесторов в социальное развитие региона? Да, если раньше мы школы строили в основном за счет бюджетных средств, за счет бюджета республики, то сейчас много проектов появляется именно за счет финансирования инвесторов. Вот, к примеру, мы с этого года начали партнерство с компанией ВБРФ. Благодаря достигнутым договоренностям на уровне главы республики уже принято решение о финансировании школ в городе Якутске, где отмечается наибольшая наполняемость классов. И мы имеем уже четкие документы о том, что до конца следующего года введем 3 школы в городе Якутске. До конца 2023 года еще ведем 3 школы за счет федерального финансирования корпорации ВБРФ. И сейчас еще работаем над проектами школ для того, чтобы до 2024 года еще включиться в эту федеральную заявку. Особенность в том, что бюджет республики финансирует только 1% от стоимости школы. 99% финансирует корпорация ВБРФ. Кроме того, в 2020 году глава республики Арсений Николаев подписал соглашение с фондом «Новый дом», согласно которому в поселке Жатай, поселке Жатай будет построена современная школа. Это не только школа, это современный образовательный комплекс с интернатом для обучающихся, с жилыми домами для работников, в котором будет уклон для IT-направлений. Мы возлагаем очень большую надежду на этот проект, и она будет финансироваться полностью 100% за счет инвестора, то есть за счет компании «Новый дом».
и уже строительство этого объекта начнется с конца текущего года. Благодарю вас, Сергей Васильевич. Это то, что вы говорите, действительно вселяет позитивные эмоции. И хочется верить, что наша республика только продолжает развиваться. И в завершении нашей беседы ваши пожелания в связи с празднованием Дня народного единства. Праздник Дня народного единства – это праздник гордости за Отечество, это праздник уверенности в будущем. Я желаю каждому жителю нашей республики успехов, творчества, созидательного развития в будущем. В свою очередь, позвольте вас тоже поздравить с этим праздником и поблагодарить за то, что согласились стать нашим сегодняшним гостем. Спасибо. Напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Берегите себя. До встречи.